Саламатсыздарбы, Поликлиника медиасынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин берүүбүздө конокто украиналык Детектор медианын факт-чекери, журналисти Ольга Беца Белоусенко болуп, согуш учурунда фейк манипуляциялык маалыматтар менен күрөшүү тажрыйбасы боюнча маек куруп берет. Ольга, саламатсызбы? Россия Украинага толук масштабдуу кол салууну баштагандан бери Детектор медиа реалдуу убакытта Кремлдин жалган маалыматтардын хроникаларын чогултуп, документтештирип келет. Негизи эле ушул долбоор жөнүндө айтып берсеңиздер, согуш башталгандан бери Кремлдин пропагандалык маалымат саясаты кандай жүргүзүлүп жатат? Здравствуйте. На самом деле детектор медиа работает не только с фейками и манипуляциями русской пропаганды и не только делает эту хронику дезинформации, о которой сейчас идет речь. Это на самом деле проект, который мы запустили 24 февраля, в первые часы большой войны. Это действительно проект, который должен документировать русские вкиды, которые сочиняет кремлевская пропаганда. Мы в режиме реального времени пытаемся документировать фейки, манипуляции, разоблачения и месседжи русской пропаганды. То есть это такие 4 маленькие единицы, которые на самом деле кремлевская пропаганда делает, запускает в информационное пространство для того, чтобы подживить большие нарративы. Да? Это нарративы, что там Украина — это государство, которое не состоялось, Украины никогда не было, что украинская армия проиграет войну, что в Украине против России воюет Запад, коллективный так званый Запад, воюет НАТО и другие международные большие организации, что Запад загнивает, что Украина находится под влиянием западных кураторов и так далее. То есть все эти фейки, которые мы документируем весь этот год, они и манипуляции, они делаются для того, запускается информационное пространство для того, чтобы подживить эти большие нарративы, которые Россия пытается внедрять в информационное пространство не только Украины, России, но и других стран. Детектор медиа, кроме этого проекта, который предназначен для большой аудитории, мы пытаемся очень на простом языке говорить с аудиторией, объяснять, как это работает, зачем русская пропаганда запускает фейки, манипуляции и другие такие кейсы пропагандистские. Там мы объясняем, зачем эти месседжи, как они работают, какая у них цель, чего хочет достичь Россия, запуская той или иной месседж. И кроме этого проекта у детектора медиа есть аналитическая команда, это центр, которым я руковожу. И это аналитики и аналитикини, которые работают с большими объемами информации. Мы работаем в соцсетях с помощью инструментов штучного интеллекта. Мы умеем вытаскивать большие объемы данных, анализируем их и рассказываем миру, как работает российская пропаганда в разных странах мира. Например, у нас есть исследование нарративов и месседжей русской пропаганды в 14 странах Восточно-Центральной Европы. Также у нас есть исследование гендерной дезинформации, которую запускает Россия. То есть это такая узкая тематическая дезинформация, где российская пропаганда использует женщин, она запускает разные вкиды о женщинах, эксплуатирует гендерный вопрос и тоже с помощью такой дезинформации
пытается достичь своих политических целей. У нас также есть исследования пропаганды и больше, чем 14 странах. Не все они сейчас публичны, но мы работаем над этим. Также мы делали большие исследования тематические, чтобы объяснить, как весь этот год Россия оправдывала войну там, в течение этого года. Мы собрали, мы проанализировали больше, чем 100 тысяч постов из Телеграма. Это украинский и русский сегмент этого мессенджера, более 100 тысяч постов, да, чтобы сделать выводы, какими месседжами Россия оправдывалась на протяжении этого года. То есть нельзя сказать, что мы сделали что-то новое, потому что ну, мы как исследователи, мы слышали все эти тезисы. Наипервое это, что это денацификация и так далее. Но нам было очень интересно посмотреть, как на протяжении года эти месседжи менялись. Как пропаганда, она очень динамическая, и как она реагировала на те или иные новости, на те или иные решения украинской власти, на те или иные заявы со стороны НАТО, со стороны США и так далее, там со стороны больших игроков. Очень интересно посмотреть, это вышло большое исследование, как риторика на протяжении года менялась. Она очень на самом деле менялась. То есть мы пытаемся разбирать русскую пропаганду со всех сторон, брать даже такие... Мы работаем как на широкую аудиторию, так и на узкую аудиторию исследователей. Это такие сложные на самом деле тексты. Мы, конечно, рады, когда их читает много людей, но мы понимаем, что это больше для узкой аудитории такие довольно сложные речи. Но есть разные проекты, там мы пытаемся работать на разные аудитории, чтобы делать русскую пропаганду видимой в том ключе, да, чтобы люди понимали, как это работает, зачем это нужно России и что мы можем сделать, чтобы построить какую-то броню к этому. Урматтуу окурмандар, дал ушул аналитикага сөзсүз биз өзүбүздүн видеобузда ссылка берип өтөбүз, ошону менен өтүп окусаңыздар болот. Кийинки суроомду берсем, эң көп таралган фейк маалыматтар кандай болду эле? Наверное, это на самом деле всякие фейки, которыми Россия пыталась тоже оправдаться. То есть, например, это всякие штуки про биолаборатории. Их было очень много. Мы понимаем, что в совокупности, да, это как бы все эти, ну, что США имеет свои лаборатории, что там Украина и США разрабатывают какие-то вирусы, что они разрабатывают каких-то боевых комаров, которые могут кусать именно русских солдат, а украинских нет, и они будут умирать. То есть какие-то секретные биологические... Ну, это смешно на самом деле, но не смешно, потому что мы понимаем, что эти как будто смешные штуки, да, на их внутреннюю аудиторию это работает. И это делает видимость того, что Россия реально должна защищаться. То есть это такой момент перекладывания ответственности. Да? То есть мы пришли с войной, потому что Украина там в секретных биолабораториях делает всякие плохие штуки, она хочет убивать именно русских, и мы вынуждены были это сделать, чтобы превентивно, да, защитить себя. Именно этих таких фейков, которые сначала кажутся смешными, их было очень много на самом начале большой войны.
Дальше было очень много прошлой весной кейсов о украинских беженцах, потому что понимаем, что там еще конец февраля, март — это люди массово едут, их очень много в разных странах, уже апрель, май, они там начинают обживаться, и все же поток еще идет, их стает еще больше. Да, летом там уже немножко ситуация уравновесилась. И вот именно весной, конец марта, апрель, было очень много кейсов о украинских беженцах. От каких-то примитивных штук, что да, там украинские беженцы-нацисты, потому что они там фекалиями в болгарских отелях выкладывают надписи «Слава Украине», такие, да, жуткие какие-то фейки, которые очень легко развенчать на самом деле, до каких-то сложных штук, что там украинские беженцы бьют и убивают русскоязычных людей в странах Запада, в странах Европы и так далее. Потом уже к лету о беженцах началась новая война фейков. Это были фейки о том, что украинские беженцы уже всем надоели, все наконец-то поняли, какие они плохие, что они нацисты, что они ужасные, они не хотят работать и так далее. И началась волна фейков о том, что в такой-то стране прикручивают гайки, да, и уже условия для этих беженцев стают все хуже и хуже, что беженцев там выселяют из домов, что беженцев хотят выдворить из страны и так далее, что их уже не будут принимать. Ну, на самом деле это неправда, да, то есть мы понимаем, что ну, здесь мы имеем дело не только с фейками, то есть просто ложью, мы имеем дело также и с манипуляциями. Это немножко сложнее, потому что здесь что делает пропаганда? Она берет заимствует какой-то факт, искривляет его, да, то есть там есть какой-то элемент правды, но пропаганда гиперболизирует или подменяет понятия, то есть делает разные свои манипуляции над каким-то конкретным кейсом и подает это так, как ей удобно, выкривляя реальность. Вот. Что еще было? На самом деле, если по таким темам проходиться, то этого было наибольше. Конкретно по биолабораториях, по беженцах еще очень много оправданий, в том числе, что когда русская армия делает какие-то свои преступления, они делают их каждый день. И сегодня ночью тоже у нас была долгая воздушная тревога, очень долгая большая ракетная атака. Они выпустили более 80 ракет, если я не ошибаюсь, за ночь. Да? Давно не было такого. А, И в каких-то городах опять проблема со светом, там, ужасно, словом. И они каждый день совершают свои военные преступления. Нет такого дня за эти более чем год, чтобы чего-то такого не было. Да? И они всегда пытаются их оправдать. Например, когда, ну, они же с самого начала говорили, их официальная позиция, что они не убивают мирных людей, что мирные люди страдать не будут. Но мы же понимаем, что это бред, да, что это полнейшая ложь. И когда они бросают какие-то ракеты на мирные здания, на здания, где живут мирные. То есть мы знаем кейсы в Одессе, мы знаем кейсы в Днепре, мы знаем кейсы в Запорожье, где просто ракеты прилетали ночью или прилетали в субботу. Это жилые большие дома, просто сносило весь подъезд, и там умирали люди. Очень много людей, дети, все. То есть семьи, мы видели потом фотографии, да, где видно, как просто семья завтракала и умерла. Да, то есть там человек мог лежать на диване, смотреть телевизор и умереть.
Вот. Или там ракетные удары по торговым центрам, или ракетные удары по домам культуры. Они всегда оправдываются, что на самом деле это же не они. Это же все Украина, это же все украинские провокации. То есть это все украинцы плохие, которые хотят обвинить Россию. Да, то есть они здесь перекладывают ответственность, и они хотят перевернуть реальность, сделать так, что на самом деле агрессор Украина. И этих фейков было очень много. То есть мы уже готовы к этому всегда. Мы знаем, что если случилось что-то такое, то вкидов будет очень много, и все они будут о том, что ну, все не так, на самом деле виновата Украина. То есть Буча, конечно же, они говорят, что виновата Украина, да, то есть Украина провоцирует и все выдумывает. Краматорск, где на вокзале умирали дети, то есть все Украина придумывает и так далее. Любой удар по каким-то мирным объектам, мы всегда знаем, что это будет перекладывание ответственности. Я сейчас могу называть, наверное, десятки реально кейсов, да, потому что за год мне страшно, мне волосы шевелятся от того, что когда я начинаю считать, сколько такого было, и это вот массовая штука, да, перекладывание ответственности, они всегда работают на это. Кийинки суроону берсем, Россия Украинага толук масштабдуу кол салууну баштаганга чейин Кремль Украинага байланыштуу кандай фейк пропагандалык маалыматтарды таратып жатты жана аларды кантип аныктадыңыздар? На самом деле мы столкнулись с волнами просто дезинформационными где-то в конце 2013 года, да, когда у нас была революция гідності, Евромайдан, и позже, соответственно, аннексия России Крыма, ну, сначала расстрелы, да, на Евромайдане, аннексия Крыма России и начало боевых действий России в двух областях Украины. То есть мы уже это тогда официально это было как антитеррористическая операция, но мы считали это внутренне в стране и называли это также войной. Тогда мы не объявляли военного положения, но считали, что это война, которую ведет Россия, да, против Украины. И тогда уже тоже было очень много дезинформационных разных нарративов, которые Россия пыталась на наше пространство распространять. И на самом деле все они, так много фейков, как сейчас, не было, да, это очевидно. То есть не было так много даже поводов, чтобы их сочинять, но были какие-то такие большие нарративы, которые живились по-разному. То есть самый большой это, наверное, тот, что Украина как государство не состоялось. Да? То есть это самый главный, как на меня. Это то, что мы называем на английском Ukraine is a failed state. Потому что в нем очень много заложено. То есть Украины нет. Да? То есть вы не боретесь, потому что вас нет, вы не состоялись, у вас очень много коррупции. Они всегда это говорили на протяжении этих 9 лет. У вас там очень много коррупции, ну хотя у них тоже очень много, но почему вы со своей коррупцией не боретесь, а смотрите в нашу сторону, да? То есть у вас там, они сочиняли разные штуки, что украинцев стоит все меньше и меньше, там с каждым годом на 5 миллионов. Они считали это за какими-то индексами хлеба, какими-то еще своими формулами, которые на самом деле очень нерепрезентативны и не имеют ничего общего с реальностью. То есть они всякими методами пытались показать, что Украины не существует как государства, потому что люди умирают, они или уезжают, или умирают на войне и так далее, и так далее. То есть Украины нет, да, это их такая штука, которую они хотят донести. То есть это не неправомерное какое-то государство,
эти части России, эти части Украины должны быть Россией, а те части Украины должны быть какими-то другими государствами, там, Венгрией, или Польшей, или так далее, да. Поэтому очень много было этих фейков про Польшу тоже на протяжении 9 лет, и стало их больше сейчас, то есть что Польша уже готовится там забирать какую-то часть страны Украины себе и так далее. Также было очень, очень такой большой нарратив о том, что Украина — это нацистское государство, что украинцы — это нацисты. Они это начали говорить еще в 2014 году, и сейчас очень пытаются это поддерживать, эту свою тезу, да, они как бы постоянно сочиняют фейки, что они там находят разные нацистские, ну, от смешных, что они там находят нацистские символы везде просто. И, ну, какие-то новые, и просто везде. Да, не смешные, да, там, то есть они там говорят, что Украина 9 лет, ну, сначала, когда начиналась большая война, мы говорили, что это 8 лет, да, теперь уже 9. Что Украина там 9 лет бомбит Донбасс, что Украина 9 лет, украинцы-нацисты, которые портят детям Донбасса жизнь. Но в этот момент они забывают, что на самом деле Россия, которая пришла с войной в Украину и развязала войну против Украины, это она портит жизнь не только детям, а и взрослым, и всем только, кому можно. То есть дети в Украине страдают. Дети, есть официальные данные, которые каждый день меняются, потому что, ну, на самом деле эта цифра растет, да, мы все больше фиксируем смерти детей в этой войне. Мы знаем, сколько детей выехали, сколько детей пострадали. Это ужасные цифры, и это украинские дети, которые страдают из-за России. И дети на Донбассе на самом деле тоже страдают из-за России, потому что именно Россия в 2014 году начала эту войну. Но она, как всегда, пытается искривить эту реальность, да, и говорит, что Украина — это нацистское государство, и из-за нацистов, злых нацистов, страдали дети на Донбассе, они умирали, они не могли учиться и так далее. Это очень такая долгая штука, которая живет на протяжении этих 9 лет. Также на протяжении этих 9 лет был жив нарратив о том, что Украиной управляют извне, то есть что на самом деле Украиной управляет США, на самом деле Украиной управляют другие страны Запада, так званый, да, это такое новояз, такое слово из новояза, которые русские придумали, да, это коллективный Запад, коллективный захід, ми кажемо українською. Это они придумали, и они считают, что Украиной руководит этот коллективный Запад, и они считают, что они воюют с Западом. Да? То есть это тоже не новая штука, это про НАТО, что они там думают, что на самом деле они тут воюют с НАТО и так далее. Только уже в условиях большой войны этот нарратив заиграл по-новому, потому что они начинают так оправдывать свои поражения на фронте. То есть им это тоже выгодно, да, то есть, потому что вторая армия мира, когда она проигрывает в каких-то боях, когда украинская армия отвоевывает свои территории, освобождает их, и это на самом деле есть освобождением, а то, что Россия называет освобождением, им не есть, им не єним, да, не ест, сори, у меня плохой русский, и они начинают оправдываться, что на самом деле, да, мы тут проиграли, но это потому, что мы воюем с НАТО, потому что просто украинской армии мы бы никогда не проиграли. То есть на самом деле все эти большие нарративы, которые мы фиксируем сейчас, они
почти все были на протяжении этих 9 лет. Просто именно фейков и манипуляций, которые их подживляют, их было меньше. Просто так работает, да, дезинформация вообще. То есть а, большие штуки — это нарративы, и есть мелкие штуки — это фейки, манипуляции, саб-нарративы, которые эти нарративы подживляют. То есть нарративы, ну, вообще они сталые, они такие были на протяжении 9 лет, и, ну, где-то они изменились, где-то появились новые, там, например, что Украина проиграет войну, да, потому что это нарратив, и мы говорим уже конкретно о войне, которая началась 24 февраля 2022 года, об этом витке войны. Вот. Но мы должны понимать, что на самом деле большинство этих нарративов, они существовали, изменились методы, и эти фейки, именно они изменились, как Россия их здесь меняет риторику, как она пытается быть динамичной и меняться зависимо от обстоятельств. Сиздер ушул жаңы эле жаңы тил жөнүндө айтып өттүңүз. Ушул фейк манипуляция аныктагандан сырткары жаңы тил жөнүндө дагы түшүнмөлөрдү чыгарып келесиздер. Негизи эле ушул жаңы тил деген качан, кантип пайда болду эле жана бул эмне? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. На самом деле, новый язык — это не что-то, что придумала Россия. Она сейчас очень часто его использует как раз в своих дезинформационных месседжах, в своей пропаганде, но мы знаем, что новый язык — это то, что впервые мы находили в книгах, впервые было описано в книгах Орвелла. Там это в его антиутопиях. То есть он тогда писал, что есть старый язык и есть новый язык, да, где новый язык — это то, что нужно владе и так далее, про правительство и так далее. И на самом деле такие какие-то кейсы использования новых слов, ну, они же были всегда в разных недемократических режимах, да, то есть в тоталитарных режимах. Например, концлагерь — это тоже слово из нового языка, потому что на самом деле так смягчали э, лагеря смерти, да. То есть это лагеря смерти, но мы их называем концлагерями, и здесь уже никто не разбирается. То есть для большинства, ну, это уже звучит мягче. То есть этот новый язык, ну, это тактика подмены понятий, потому что он нужен для того, чтобы нивелировать настоящее значение там, каких-то явлений, уменьшать какое-то негативные коннотации. Ну, например, мне кажется, самый известный и самый такой яркий пример — это специальная военная операция. Да? То есть мы не называем вещи своими именами, мы не называем войну войной. Соответственно, люди думают, ну нет войны, это не война, это неплохо, это какая-то всего лишь операция, и что-то всего лишь произойдет, и все будет ок. Но на самом деле это война, она страшная, ужасная, и это подмена понятий. То есть мы говорим людям, что, ну, сори, это не война, это всего лишь операция, все будет хорошо. Это такой самый яркий пример. Ну, и таких примеров мы как раз ведем рубрику в нашем проекте Disinfo Chronicle. Мы ведем рубрику «Новомова». Это новый язык на украинском. И там мы каждую неделю разбираем 2 слова, которые придумала Россия. Например, сегодня я редактировала текст, и сегодня будет слово «народные республики». Да, это то, что тоже такое выкривленное, как бы выкривленная коннотация на самом деле, потому что
Ну, и речь идет в этом случае про Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Мгм. Республику, да. Здесь, на самом деле это незаконные такие группирования, и, все референдумы, которые там проводила Россия, они тоже есть незаконными. Да, но здесь есть слово "народное", потому что Россия хочет, опять же, подменить понятие и показать, что это как бы сам народ хочет, отъединяться, потому что ему там не нравится с Украиной, они хотят быть ближе к России, и Россия дает им такую возможность и так далее, да. Ну, Мгм. из таких каких-то очень, известных, примеров нового языка — это те же хлопки. Да, когда мы не будем называть, взрывы взрывами, а будем называть их хлопками. Тогда же не страшно. Да. То есть, а, мы, на самом деле, это для нас мем с этими хлопками, потому что, хлопок, как материал, да, хлопок, а М. не хлопок, а хлопок, это на украинском бавовна. И мы, всегда шутим, у нас это мем, такой, народный, что, когда что-то где-то взрывается, то это горит бавовна. Ну, это, растение, да, с которого, делают вату. Мгм. Вот, это такая украинские шутки, потому что, даже в условиях, очень жесткой, страшной войны мы, пытаемся как-то, шутить, жить, потому что у нас, нет другого выбора, и даже в таких пропагандистских русских вымыслах мы находим для себя, что-то, из чего можно, пошутить. Но на самом деле Мгм. новояз — это не смешно, это опасно. Потому что, как я говорила, это, выкривление реальности и подмена понятий. То есть какие-то страшные вещи, в этом языке стают уже не страшными. Это всего лишь хлопки, это всего лишь какие-то операции, и не то, что оно есть на самом деле. И это опасно. То есть, я считаю, что, мы реально должны, ну, не то что издавать там какие-то словари или что-то такое. Но мы должны объяснять, как это работает, чтобы какая-то широкая аудитория, понимала. Потому что, ну, здесь тоже нужно понимать, что факт-чекинг, дебанкинг, это все инструменты, которые на самом деле работают, но не так клево, как, сами фейки, да. То есть, статистически, фейк, манипуляция прочитает в разы больше людей, чем опровержение этого всего дела. Какое бы оно хорошее не было, это опровержение, но его прочитает меньше людей. И, здесь тоже есть исследования, это правда, да. То есть Мгм. поэтому, здесь нужно как-то превентивно тоже работать и рассказывать, что, ну, есть такие штуки, и они работают так, за таким-то механизмом. И мне кажется, это такая долгая песня. То есть это очень долгий процесс, и, нам есть очень долго над чем работать, но это помогает. То есть это не будет, очень скорого результата, но он будет. Фейк маалыматтардын согуштуу агрессияны актоодогу ролу кандай? Негизи эле мындай маалыматтар эмнеси менен коркутат? На самом деле очень большую роль, потому что, э, это, как и вся другая дезинформация, размывает реальность. И Мгм. Россия, распространяет, свои оправдания войны на самом деле на, очень разные информационные пространства. И это не так опасно, когда это распространяется на украинское информпространство, потому что мы живем в этом. И, Мгм. да, мы тоже там можем верить, не верить и так далее, но мы все равно видим то, что происходит. Но, пропаганда российская работает на разные страны. То есть, это на страны, которые очень далеко от Украины. Например, там, ну, Африка, да, там Восток, Дальний Восток, Мгм. страны Латинской Америки. Это очень далеко, эти люди здесь не были и так далее. И, вот эти, оправдывальные месседжи, они опасны, потому что
А, Россия здесь что делает? Она, опять же, подменяет понятие и пытается показать, что Украина есть агрессором. В большинстве оправдывальных месседжей это есть. То есть, да, мы нападаем, потому что Украина не за православную церковь, потому что она ее там хочет не знаю, знищити, или мы там нападаем, потому что украинцы нацисты, мы нападаем, потому что там украинцы убивают детей и так далее. И они там русофобы, они ненавидят Пушкина и русский язык. И тут уже для людей, которые далеко. То есть, да, я говорила, что это опасно тем, эта вся оправдывальная риторика, что она размывает реальность, да, и люди начинают думать, что у России не было другого выбора, как начать войну. То есть они согласны, что да, война это плохо, что там умирают люди, невинные люди и так далее, но они начинают думать, что у России не было другого выбора, потому что было бы хуже. Это то, что Россия пытается донести на очень широкие аудитории в очень разных странах. Что у нас есть реальный опыт анализирования инфопространства в более чем 40 странах, по одному проекту. То есть мы там брали испаноязычные страны и так далее, очень разные. И это далеко не только Европа. То есть мы реально видели картинку, как это работает. И эта картинка нам не нравится. То есть Россия реально пытается такими методами изменить реальность, и этим оно опасно, что оно работает на то, что люди думают, что, ну, окей, война это уже не так и страшно, потому что было бы хуже, да. Негизи эле Украина элинин медиа сабаттуулугун кандай деп ойлойсуз? Жана фейк маалыматтарга ишенген учурлар болду беле? Да, конечно, украинцы верят в фейковые информации. Ну, к сожалению, но это так. Уровень медиаграмотности украинцев не такой уж и высокий. Ну, да, то есть детектор медиа как раз проводил исследования, и большинство, и сейчас будет новое исследование по индексу медиаграмотности, и мы понимаем, что у большинства все-таки уровень медиаграмотности он ниже среднего, но я как аналитик, я вижу, что все-таки, ну, то есть я работаю с большими массивами данных и редко выхожу на улицу на самом деле, но вот на начале большой войны что мы видели? Мы видели, что люди, они у нас просто с каждого утюга и чайника звучали речи о том, що довіряйте тільки офіційній інформації. То есть, да, что нужно верить только официальной информации, что нужно проверять, потому что было, ну, во-первых, нужно понимать, да, мы первый раз слышим звуки сирен, мы не понимаем, что происходит, 4 утра, алло, ну, то есть очень, очень, что делать, будет ли еда, будет ли вода, никто ничего не понимает, буду ли я жить через час. И информации было очень много, она пересылалась в чатах, то есть эти Viber-чаты, Telegram-чаты, очень много там. И идите там в подвалы, потому что там завтра, ну всякие ужасные штуки, и тогда была такая кампания, да, когда говорили, доверяйте, пожалуйста, только официальным источникам. То есть включали, мне нравится на самом деле в большинстве областей, как сработали органы власти местной, да, то есть как они налаживали коммуникацию и выходили на связь с жителями своих маленьких городов, своих областей и так далее, своих сел. Это работало, да, и слово «фейк»,
на самом деле пошло в народ. Мне кажется, что там бабушки и дедушки в селах у нас даже были тоже такие мемы, где, знаете, две бабушки такого пожилого возраста стоят у ворот дома, и одна говорит: ты там слышала, что Зеленский там что-то там, а другая говорит: так это ж фейк. Ну, то есть вот это слово фейк, оно на самом деле пошло в народ. Например, мой коллега Вадим Миський, он делал программу за результатами наших исследований Disinfo Chronicle на украинскому радио. Это радио, которое вещает на всю территорию Украины, и оно есть даже в наименьших селах, поэтому это очень большая аудитория, и его программа «Русский фейк» и Дина, она до сих пор уже больше года выходит каждый день, и это тоже сделало свое, да, то есть эти какие-то месседжи о том, что люди, пожалуйста, проверяйте информацию, они пошли в народ. Стали ли люди больше иметь какие-то скиллы, чтобы проверять информацию? Мне кажется, что нет. Но они уже сделали первый шаг, потому что они уже в голове имеют эту штуку, что информацию надо проверять. Как? Мы уже подумаем об этом, да, но мы уже знаем, что ее точно надо проверять. И уровень медиаграмотности на самом деле не такой высокий, но мы стараемся менять эти штуки. И то есть все эти проекты, которые там на широкую аудиторию, они тоже имеют этот элемент медиаграмотности. То есть мы всегда говорили, что мы начинали Disinfo Chronicle как такой проект реакцию на большое количество вкидов, которые появились в инфопространстве, но мы дальше меняем немножечко стратегию и сейчас. То есть мы там уже с лета начали больше пояснять. Мы сначала просто там, это фейк, потому что так, и это работает так. А сейчас мы больше уходим в ту часть, как это работает, для чего это нужно России. То есть я всегда говорю аналитикам, что мы должны объяснять реально, для чего Россия запускает той или иной фейк. Это самое главное, что мы можем сделать, это пояснить. И мы начали новые рубрики, как тактики, новый язык. Это как раз тоже для того, чтобы объяснять. То есть, да, есть тактика подмены понятий, она работает так. Вот такой-то пример. И вот это как раз та штука, такое образование на самом деле, в первую очередь, да, которое помогает людям больше ориентироваться в том, что происходит в информационном пространстве, в которое Россия залезла просто как большой паук, да, который плетет свою паутину и отравляет тем самым его. Бүгүн бизге кызыктуу маек куруп берген үчүн Ольга сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бул видеону биздин YouTube каналдан жана социалдык тармактардан көрө аласыздар. Сөзсүз түрдө бизге катталып бөлүшүүнү унутпаңыздар. Чоң рахмат.